Первые ключи от нового дома получила семья Булгучевых, в которой ранее произошли два больших несчастья. В 2014 году семья потеряла отца, а в 2018 году скончалась мать. Большая семья, в которой воспитываются 8 детей, где самому младшему мальчику всего 10 лет, состояла на учете в Ассоциации благотворительных фондов. Сейчас детей воспитывает тетя, которая вместе с мужем оформила на них опекунство. Хамдиус, могут ли еще? А? Так сколько вас здесь? 9 ихних. Да, убегать Самое главное здесь тепло, чтобы было, свет был. Азан, я звиха так. Самое главное, чтобы это доходило действительностью нуждающимся. Мы видели, вот только ездили сейчас и смотрели, какие были прежние условия, какие сейчас это не была земля, конечно. Да, и надо... Но еще осталось, и поэтому мы сейчас будем вырабатывать, может быть, общую концепцию работы. На строительство домов для семей детей-сирот главой республики было выделено 15 земельных участков. Все семьи, получившие сегодня жилье, состояли на учете в ассоциации и имели подтверждение, что действительно являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Каждый дом, в который сегодня вселились семьи, обставлен мебелью и необходимой техникой. Для новоселов создан полный комфорт для проживания. Повышенная опасность. Объекты, что энергетика, что газ, эти вещи вы должны регулировать. И потом благоустройство. Транспорт, дорога, школа. Если объем идет 10 и больше, например, домов, берите, значит, тогда обсуждайте эти вопросы. Надо всесторонне смотреть на эти вещи. В республике делается то, что в других местах еще и не делается. Поэтому я вот смотрю со стороны и радуюсь тому, что я вижу даже. Ну пусть пока такие дороги, но уже есть дома. Вот уже решаются проблемы. А все остальное, мне кажется, вы совершенно правы. Да нет, я говорю просто, чтобы следующее у нас не ушло в сторону. Да, это правда. Совместно системно. Это если бы главы вы знали бы вот там параметры, да, они бы по ходу строить уже делали бы что-то, которое бы совместно делали, понимаете? Я только в этом части говорю. Это не первая благотворительная акция организации. С 2020 года по настоящее время построено 133 дома. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.